Шел 1913 год. Местность Шарах-Унды, что в нынешнем Цагануле. В семье простого скотовода Ринчина Золотоева родился второй сын Базар. С малых лет Базар вместе со старшим братом Баиром и сестрой Цепелмой помогал матери. Пас скот, ездил по дрова, работал на сеноуборке, учился в Агинской школе колхозной молодежи. Кто бы мог предсказать, что сыну степняков суждено будет прожить всего 30 лет и пасть смертью храбрых на далекой войне. После окончания Агинского педагогического училища молодой учитель начал работать в Зуткулейской начальной школе. С началом Великой Отечественной войны не сразу его призвали на войну. Надо было учить и воспитывать детей. Только в 1943 году пробил его час. Боевой путь начался с Днепра, с наступательных боев на территории Украины. В первом же бою 29 сентября он уничтожил несколько фашистов и спас раненого командира роты, подавил огонь 2 вражеских минометов. За подвиг был награжден солдатской медалью за отвагу. Теперь каждый его бой – подвиг. И в октябре 1943 года Базара Ринчино представили к званию Героя Советского Союза, но отменили в связи с тем, что накануне он был представлен к ордену Боевого Красного Знамени. Не раз Базар Ринчино подбивал из противотанкового оружия немецкие танки, из автомата уничтожал вражеских солдат и офицеров. Отважный воин одним из первых форсировал Днепр и участвовал в ожесточенных кровопролитных боях захваченного Букринского плацдарма. Бой за село Бельковцы в Житомирской области стал последним для учителя из Аги. Он погиб 28 декабря 1943 года, а спустя 13 дней после его гибели, 10 января 1944 года, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Базару Ринчино звания Героя Советского Союза. Похоронен Базар Ринчино в селе Бельковцы Коростышевского района Житомирской области. Долгое время ни в Житомире, ни в Агинском Бурятском округе почти ничего не было известно о Базаре Ринчино. И только благодаря активистам из Агинского и Цаганоля была проведена колоссальная поисковая работа. Для этого в архивах Министерства обороны работал писатель и журналист Арсалан Жамбалон. Писатель несколько раз прошел по боевому пути Базара Ринчино, встречался с его боевыми друзьями. Им были выяснены боевые дела и подвиги, место гибели и захоронения Базара Ринчино, увековечено его имя на земле Украины. В итоге в начале 60-х годов грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза была вручена матери Базара Ринчино Теремжит Бальчиновой. На фоне таких важных событий Арсалан Жамбалон написал документальную повесть «Путь героя», опубликовал его в газетах. Многое сделали для увековечения его имени земляки цаганольцы. Сейчас и в нашем поселке установлена стела Базара Ринчино на улице его имени. О боевом пути и жизни Базара Ринчино написано немало очерков и статей. Бурятский поэт Арсалан Жамбалон посвятил ему стихотворение. Он стоит величаво и гордо, омываемый солнечным светом.
Обелиск нашей славы и горя на виду у бурлящей планеты. Пусть тускнеет со временем бронза, не тускнеет от времени память о героях, прошедших сквозь грозы за свободу Отечества павших.